Вот это вот имперский пафос, мы получили инъекцию этого имперского пафоса через Софию Палеолог. И много вопросов до сих пор у историков и общественности. Это как раз вопрос, связанный с позицией так называемой прорусской партии в Казани. Эту партию создал историк Михаил Худяков. Какими бы там они промосковски настроенными не были, но они никогда не выступали за то, чтобы ликвидировать ханскую власть. Приветствую, уважаемые подписчики, зрители и комментаторы YouTube-канала «Татары мира». Сегодня мы с историком Анваром Оксановым обсудим Казанское ханство, обсудим немного и тему о взятии Казани в 1552 году. Почему именно Казанское ханство? Почему к нему сегодня мы такое внимание проявляем? Как мне кажется, сегодня история Казанского ханства, восприятие Казанского ханства переживает серьезные изменения, потому что благодаря краеведам, татарам из Башкортостана расширяется наше понимание истории Казанского ханства. Ведь раньше было принято, что Казанское ханство должно изучаться строго в границах Татарстана, в восточных границах Татарстана, а то, что там уже в современном Башкортостане, это не история Казанского ханства. Однако есть такое явление, которое называется как Ак-Идель-Улус. И благодаря этому явлению мы уже совсем по-другому видим историю Казанского ханства, которая является важной частью, неотъемлемой частью истории татар. Также есть такая определенная проблема, на мой взгляд, и, наверное, Анвар тоже свое мнение по этому поводу выскажет, а именно то, что история Казанского ханства населена ощутимо малым количеством персонажей. Что мы знаем о главных личностях, главных исторических персонажах Казанского ханства? Это значит, у нас Шах Али, о котором все знают, и уже у всех собственное мнение есть, кто он такой на самом деле. Также знают о героине, о Сюмбике, знают о ее маленьком ребенке, сыне Утямыше, знают об ее дяде, нагайском бие Исмаиле. Все уже знают про Ивана Грозного. Известен также Курбский, князь Курбский, который тоже оставил о себе и после себя описание, какую роль он играл в Казанском ханстве. Кем же еще населена история Казанского ханства? Анвар, как ты думаешь, вот что сейчас происходит с восприятием, с пониманием и, наверное, с изучением с точки зрения историка и науки с историей Казанского ханства? История Казанского ханства переживает, наверное, необычный такой период, когда вопросы больше задают уже не историки, а общественные деятели. В целом можно говорить об общественности, да, простые люди, краеведы. Поскольку действительно накопилось много материала, который, в принципе, еще не систематизирован и критически не осмыслен. Здесь вот, конечно, я абсолютно с вами согласен, вопрос стоит и глобально, да, с границами Казанского ханства. То есть понятно, что восточные границы и северо-восточные, и юго-восточные, они не определены. Южные границы Казанского ханства, да, можно уточнять. Северные границы Казанского ханства в исследованиях последних лет заметно продвинулись на север. Да. То есть вот такие вопросы, они возникают, это более глобальные, да, там, которые касаются и таких категорий, как социально-экономическая история, политическая история. Но и, конечно же, это очень актуально, в том числе и для общей мировой исторической науки. Да? Это историческая антропология, история Казанского ханства в личностях. Эти личности, они пока еще с точки зрения этой самой исторической антропологии очень-очень плохо изучены. Давай мы с тобой попробуем перечислить сейчас список тех личностей, которые, наверное, пока еще обделены вниманием, но о которых мы сегодня можем поговорить с тобой. Да, конечно, здесь сразу же на ум приходят события взятия Казани и предшествующие этим события, очень подробно описанные в официальных русских летописях.
Просто это настолько было важное событие, что вот эту всю предысторию в Никоновской летописи, Львовской летописи и других монументальных памятниках XVI века отразили довольно подробно, и там перечисляют поименно казанских князей, мурс, и можно проследить судьбу некоторых из них благодаря этим сообщениям. Но самое такое смутное, непонятное и вызывающее много вопросов до сих пор у историков и общественности, это как раз вопрос, связанный с позицией так называемой прорусской партии в Казани. Да, что это за партия, кто ее возглавлял хотя бы? Там имена какие-нибудь известные? Эту партию создал историк Михаил Худяков. Ну, во времена Худякова это как раз по реформе, это как раз период дореволюционный, послереволюционный, 20-е годы. Как раз это партийный вопрос, политическое деление общества, да, национальный вопрос, они все были обострены до предела, мы знаем и о революциях, и о гражданских войнах. Да. И вот Худяков, он в это время именно собрал практически весь материал, который можно было по истории Казанского ханства. И вот он изложил свое видение, свое понимание этих источников. И он часто видел причины междоусобиц, причины конфликтов именно в политическом делении на партии. Он говорил, вот существует прорусская партия, существует провосточная партия. И уверенно искал их в источниках и порой находил. Там самые первые упоминания о партиях он нашел еще и в известиях о Первой Казанской войне, это при Иване III, которая была. Это какой примерно год? Это 1467-1469 год. То есть это примерно за 90 лет, что ли, где-то до взятия Казани? Да, там есть очень странное такое смутное сообщение о том, что Касима, да, позвали в Казань лестью, а позван был от царей казанских, от Абдул-Мамона некого. И вот что тут важно, от царей казанских, и одним из этих царей является Абдул-Мамон. Ну, неизвестный абсолютно человек, тем более царь. В более поздних, конечно, летописях это исправляют на князь, потому что понятно, что такого царя не было, то есть хана, да, Абдул-Мамон. И вообще слово «мамон» там вызывает ассоциации с библейскими текстами. Ну, в общем, я этот сюжет изучал и пришел к выводу, что это вообще аллюзия на библейский текст. И тут как раз идет какая-то попытка идеологизировать, или точнее, это попытка создать апологетику, создать теорию оправдания Казанской войны, то есть идеологически выверенную с точки зрения христианского миропредставления, да, и там как раз вот берется сюжет из Библии, да, о царе, который будет призывать к себе лестью, да, но люди там, чтящие Бога, они не будут сидеть сложа руки, будут противодействовать ему. И вот этот момент, этот фрагмент, он приводится в официальной русской летописи, да, и здесь уже Худяков видит, вот оно, деление на партии. Вот он, Абдул-Мамон, возглавляет прорусскую партию в то время, да, когда еще был, по сути, период могущества Казанского ханства. Какая прорусская партия? О чем может идти речь? Причем они, даже не дождавшись Касима, тут же это потом как бы переметнулись на сторону Ибрагима, его противника, да, то есть совсем нелогично все выглядит там, конечно, но, скорее всего, это, да, это именно элемент апологетики, а не указание на то, что в Казани появилась вот какая-то партия. Ну и дальше он потом при каждом конфликте находит вот прорусскую партию и находит ее лидеров. Иногда, конечно, это выглядит очень даже нелепо. Ну, например, уже в 30-е годы перенесемся 16 века, да? Ну, примерно за 20 лет до взятия Казани. Да, как раз когда вот завязывался весь этот узел противоречий, именно в это время правил Сафа Гирей. И в 1532 году Сафа Гирея свергли, потом в 1535 году он вновь пришел к власти. А вот в этот период короткий правил касимовский хан Джан Али, младший брат Шах Али. Потом этого хана убили. И вот в этот период, он говорит, как раз голову подняла русская партия или прорусская партия. Ну ладно, тут мы смотрим, кто же возглавлял эту партию. Он говорит, Булат Ширин, Гаухаршад, да, это дочь Мухаммада Амина. То есть такие влиятельные, известные фигуры. Но почему-то
и свергали Сафа Гирея, и приглашали потом его вновь одни и те же люди. То есть как-то странно, партия вроде бы должна состоять как бы из разных людей, да, разные партии из разных людей. То есть сначала он говорит и про русское, потом про восточное, а здесь получается одни и те же люди. И вот тут возникают вопросы, а не реакция ли это просто на давление военно-политическое мощнейшее, которое Россия во времена Василия Третьего оказывала уже на протяжении там, десятков лет. Несколько походов было осуществлено на Казань, крупных походов, там 3 десятка воевод участвовали. То есть это еще до взятия Казани, сколько Казань пережила. И это потом началась уже, можно сказать, идеологическая война. Да. Ты подводишь к мысли, что казанская элита пыталась найти более-менее приемлемого царя. Да, они просто в очень тяжелый момент, когда, в принципе, уже не было сил сопротивляться, это период, может быть, наивысшего могущества Василия Третьего, конец 20-х, начало 30-х годов 16 века, да, пытались как бы на время вот сгладить этот конфликт, приняв его ставленников себя. Но никаких таких следов существования русской партии, в которой был бы свой список партийных деятелей, мы не видим. И здесь мы видим что? Мы видим, что Василий III, придя к власти, он уже пошел дальше своего отца Ивана III. Он уже претендует именно на господство над Казанью. То есть если Иван III, он больше, у него главной целью было ввести Казань в фарватер своей внешней политики, ну и влиять на ситуацию там, то уже Василий III конкретно требует от казанцев подписания договоров о признании его прав назначать ханов на Казанский престол. Это пошло с правления Шаха Али, и там ему удалось добиться подписания этих договоров. Потом, правда, казанцы потом быстро от этого отказались. Но вот прецедент был, и он пытался вновь это вернуть, это право, военным путем, не признавал Сафа Гирея, несколько походов крупных осуществил. А потом, когда уже понял, что силой Казань не взять, здесь уже пошли в ход другие инструменты. Он задержал казанское посольство в Москве. Об этом, кстати, Сигизмунд Герберштейн писал, что переговоры затянулись, потому что он не признавал Сафа Гирея, а казанское посольство просило от имени Сафа Гирея равноправных, братских отношений. Он требовал подчинения Казанского ханства. Откуда вообще эта идея? Тут, если копнуть, то можно, конечно, уйти далеко, но это очень важный, интересный вопрос, который нас выводит на причины взятия Казани и завоевания Казани. А сам Василий III, он кто такой? Вот интересный, да, вопрос. Василий III, он не только сын Ивана III, он еще и сын Софьи, палеолог. Палеологи — это византийская династия, которые потеряли престол, последняя византийская династия. Они через Италию вот этими обходными путями попали в Россию, они терпеть не могли унижения перед татарами, там, Перед мусульманами. перед мусульманами, да, и они яро ненавидели в целом этот строй, который сложился в эпоху Золотой Орды, да, и потом уже действовал в эпоху еще Ивана III, все-таки продолжал, по крайней мере, были там и выход был, да, и были элементы какие-то этикета, когда надо было там перед послами ханскими выходить. То есть это все они не любили. И он пришел к власти, Василий III, воспитанный своей матерью Софьей палеолог, да, и, конечно, с этой имперской идеей восстановить царство христианское, православное, большое царство. И здесь, конечно, для этого нужно было обрести волжским торговым путем, пробить окно в Европу, соединить Запад и Восток, как Византия это сделала в свое время, и за счет этого она, в принципе, просуществовала там более 1000 лет. Да? Эта торговля, она давала вот именно возможности для существования империи, великой державы. Ну, то есть, правильно я понимаю, вот это вот имперский пафос, мы получили инъекцию этого имперского пафоса через Софью Палеолог. Да, через ее отпрыска Василия III, который, в принципе, уже стал этот план реализовывать. И еще, конечно, не только палеологи Василий III, конечно, связанное с ними духовенство, которое прибывало из Италии, из Константинополя, то есть из разных уголков православного мира.
И они тоже сыграли свою роль. Мы знаем, да, о том, что именно в эпоху Василия III появляется митрополит Даниил, который пишет о том, что Казань нужно взять. Это вот уже первая ласточка, да. Потом появляется Максим Грек, известный публицист, писатель того времени, идеолог, тоже взятие Казани. Максим Грек по фамилии Грек. Грек, да, Грек, происхождение его. Византийское. Да, и вот эти вот именно выходцы из Византии или связанные с Византией люди, да, они как раз и являются основными проводниками этой идеи. То есть Иван IV, он в принципе просто-напросто продолжил эту политику, Ну, он, завершил ее. да, то есть, ну, в принципе, ожидаемо он был воспитан в этой среде имперской, византийской, но он и реализовывать это все стал, получается. Да. Причем он же это реализовывал в очень молодом возрасте. Сколько лет было Ивану Грозному при взятии Казани? 18, 19? Получается 22 года. 22 года. Да, но началась-то Казанская война, когда он еще не был царем. Да. В 1545 году началась Казанская война. До его помазания на престол, когда ему было, по сути, получается, 15 лет. Да? И, естественно, он был тогда, можно сказать, марионеткой в руках митрополита Макария и других деятелей, которые двигали эту политику вперед. Поэтому здесь, конечно, корни, они глубокие, и не сразу вышло это взятие, да. И вот этого партийного деления как такового, видимо, не было, не сложилось к тому моменту. Слушай, вот ты разобрал московскую партию, да? Ну, Худяков пишет также, что была и крымская партия, а вот что с ней? Крымская партия, ну это как раз период, когда уже Сафа Гирей, сначала Сахиб Гирей, потом Сафа Гирей приходят к власти, правят здесь в Казани. И есть кое-какие упоминания. Естественно, они из Крыма не одни пришли. Были люди, которые им помогали в этом деле, крымские выходцы из Крыма. Да? Сколько там точно человек сказать сложно. Но и это тоже как бы слово партия, оно здесь абсолютно не подходит. Мы не знаем деталей, как они взаимодействовали там именно с местной элитой. Да? И в принципе здесь как бы нужен более такой уже феноменологический подход, нужно учитывать реалии постордынской эпохи, вообще золотоордынской эпохи. Нужно понимать, что в принципе это одни и те же кланы, да, которые в разных уголках, в разных юртах сидят. И в принципе уже между ними определенная схема отношений к тому времени сложилась. Но, конечно, мы все видим через призму русских летописей, русских источников. К сожалению, как об этом писал еще Шагабуддин Марджани, казанская история Казанского ханства, она осталась без достоверных и таких более-менее полностью, более-менее объемных, да, источников. И он, кстати, из-за этого даже отказался от того, чтобы подробно описывать историю Казанского ханства. Он начальный период описывает, потом некоторые события берет. И он пишет, что ничего кроме русских летописей нет, а русские летописи недостоверны. На этом ставит точку. За что его, кстати, потом критиковали некоторые, в том числе даже мусульманские историки. Но благодаря тому, что летописи, другие русские источники, они сегодня опубликованы, очень хорошо известны, там известны разные их списки, да, все это доступно практически много, там большой процент доступен в интернете. Мы можем уже детально анализировать, и как бы каждый раз вот я вспоминаю слова Шагабуддина Марджани. И вот самое для нас важное летопись, да, или точнее самая важная группа источников — это русские летописи официальные середины 16 века, которые описывают эту историю взятия Казани, которые подробно ее описывают, приводят вот эти имена. Может быть, мы бы и не знали эти имена, если бы не эти летописи. Какие имена ты имеешь в виду? Я имею в виду, допустим, Чапкун Атучев, да, или Явуш, даже Японча, да, Японча Бек, вот, которые стали героями этих событий, да, они фигурируют в русских летописях. Вот официальные летописи мы можем очень подробно проанализировать, причем мы можем даже проанализировать эволюцию взгляда в официальном летописании. И это дает очень много. И опять же, каждый раз подтверждаются слова Шагабуддина Марджани о том, что там много недостоверных моментов. Вот это вот
вот этот прием литературный, да, или нарративный прием, когда в уста послам дают слова, которые, в принципе, являются отражением идеологии Московского царства. Послав каких? Казанского ханства? Казанского ханства, да. Он, как бы, вот я уже сказал, да, о том, что в эпоху Василия III об этом этот прием был уже опробован. Там, кстати, при описании событий, тут просто много аналогий между событиями конца 20-х, начала 30-х, да, когда свергли Сафагирея, и между событиями 1552 года. Много именно с точки зрения того, как это описывается в летописях. И там, и тут говорится о том, что вот именно казанские послы стали инициаторами, допустим, свержения хана. Они предложили. Ну, конечно, там несколько лет посидели в московском плену, грубо говоря. Да? Ну как тут не захотеть? Да, и вот захотели и предложили царю: давай, ты пошли послов. У нас есть родственники, говорят они, в казанских землях. Там, вот мы через них разошлем твое послание, твое жалование, что ты жалуешь. Правда, при Василии III он жаловал как бы Шах-Али, да, направление, то есть своего ставленника. А уже при Иване IV, когда уже Шах-Али ушел уже с престола, это было третье правление удачное, уже он хотел посадить туда своего наместника. То есть уже ханство, по сути, ликвидировалось как институт. Да? Но то же самое, там, вот эти самые казанские послы при Иване IV, так же, как при Василии III, они как бы попросили не кого-то из царей, да, не Шаха Али, а именно наместника. Посади там своего наместника, и они ему предложили, что наместник будет всем заведовать, а ты будешь решать о том, кому будет доставаться вымороченная земля, то есть распределять землю. Ты Вымороченная — сам это какая земля? это земля, которая земля феодалов или там, скажем, землевладельцев, да, более правильно будет, у которых не было потомков по мужской линии, да, и в принципе некому ее передавать. И этими землями обычно распоряжался потом государь, они в фонд уходили государственный. И они ему говорят: вот ты будешь, царь, распределять сам, а управлять этой землей будет твой воевода, наместник. Вот это казанские послы якобы предложили. Это транслируется в летописях. И потом Худяков на основе этого делает вывод: так Иван IV предложил унию, Татарам унию. татару, да, вот на таких условиях получается, что татары отказались от этого. И тут вот как раз наши персонажи. Чапкун Атучев, там еще упоминается князь Кадыш, то есть группа людей, да, которые в эпоху Сафагирея еще впервые упоминается в летописях в связи, кстати, с свержением Сафагирея, и они приглашали на престол, как раз говорили о том, что утвердился на престоле Шах-Али. И вот они как раз здесь уже, их поведение абсолютно не рациональное выглядит. Ну, говорят же, шило в мешке не удержишь. Вот эта вот идеология, ее искажение исторической реальности, оно потом дает о себе знать, когда мы детально анализируем летописи, эволюцию, смотрим летописание. Во-первых, непонятно, да, почему Чапкун, Атучев, Кадыш князь и другие, да, они сначала вроде как приняли сторону Москвы, выступали за Шаха Али, да, потом они даже участвовали в основании Свияжска, и потом находились в Свияжске. А вдруг в последний момент, когда уже воевода, наместник Семен Микулинский готовится войти в Казань, просится у него идти вперед, и в конце концов, опережая его, заходят в город, запирают его, и там поднимают весь город против воеводы и царской власти. Это становится, кстати, последней страницей независимости, да, истории Казанского ханства. И почему они так себя вели? Вот большой вопрос. Они основали вместе с Иваном Грозным Свияжск, получается? Да, получается, что вместе с воеводами Ивана Грозного они участвовали в походе, при котором был заложен Свияжск. Князь Кадыш и Чапкун Атучев. Да, то есть, а потом еще там упоминается Ислам, князь. Князь Ислам. Да. Вот
Это просто никак нельзя объяснить, исходя из того материала, который нам дают русские летописи. Ну, нелогично выглядит абсолютно. Но что нужно для понимания этого? Как можно это объяснить? Здесь нужно еще один очень важный сюжет рассмотреть, да, который вот все-таки без Шах-Али никуда. Он, хоть он очень у нас популярный, но мы не можем его как бы не упомянуть здесь. Вот смотри, вот мы не можем понять, осознать, что происходило в голове, хотя бы представить, да, вот с этими деятелями, которые с Иваном Грозным, значит, основывали Свияжск, а потом, значит, закрыли ворота в Казань, да. А действия Шах-Али, они логичны? Вот действия Шах-Али тоже вызывают противоречия. Но опять же, эти действия описаны кем? Московскими летописцами, да, очень подробно. И здесь вот одно противоречие накладывается на другое. Шах-Али третий раз, когда уже стал ханом в Казани, в 1551 году, да, после основания Свияжска, и до весны 1552 года он был ханом, он постоянно писал в Москву о том, чтобы вернули земли, отторгнутые от Казани, западные земли. Имеется в виду горная сторона, которая примкнула к Свияжску. И этого требовала вся казанская элита. Без этого как бы существование Казанского ханства было немыслимо. Ну и он себя как царь, как хан, как бы он пришел на государство, которое было таким целостным, да, и он не хотел терять кусок этого государства. Но из Москвы постоянно шел категорический отказ. Постоянно. То есть несколько раз писали, несколько раз отказывали. В конце концов он говорит, я, говорит, не могу здесь оставаться теперь. Потому что если я не верну, местные князья, они меня погубят, свергнут или еще что-то сделают, да, со мной. Ну, это уже я на современный лад пересказываю его слова. В общем, это его позиция скорее, да. Мы о ней знаем из русских летописей. И тогда вот к нему посылается Адашев там и с речами от царя, с просьбой как бы укрепить город русскими воеводами, чтобы он накануне взятия Казани, как бы, точнее не накануне взятия Казани, а не доводил, да, до ситуации, когда придется опять войной идти на Казань, а просто-напросто впустил в город русские силы и оставил вместо себя воевод. А что говорит, отвечает Шах-Али в русской православной летописи? На это предложение. На это предложение. Это очень интересно. Он дважды об этом говорит. Он говорит, я не могу порушить бусурманский юрт. В русской летописи об этом говорится. Он говорит, я не могу порушить бусурманский юрт. То есть для него ликвидация института ханства это означало уничтожение мусульманского юрта, мусульманского государства. И он не мог пойти на это, даже несмотря на то, что он с самого рождения был служилым. Он был под опекой Москвы, да, под властью Москвы. Его отец еще служил в Москве, шейх Авлияр. Да? То есть, и он всю жизнь, в принципе, то Василия III приказы выполнял. Кстати, в опале он тоже был. То есть, вот такой человек, да, он говорит, я не могу порушить мусульманский юрт. И вот это, наверное, ответ на вот эти самые вопросы, на вот эту загадку. Почему же все-таки и князья, которые раньше были на стороне Москвы, я имею в виду Чапкуна, Тучев, Кадыш князь, да, Ислам, почему они переметнулись резко на противоположную сторону? Почему они отказались от этого? Они все-таки надеялись на то, что Иван IV, он сохранит мусульманский юрт. То есть во главе мусульманского государства будет стоять мусульманин, хан, а не русский наместник, не воевода. А тут этот план по установлению наместнической власти, он, видимо, без согласования, без каких-то там обсуждений был принят Москвой. И князья, они, в принципе, вряд ли выступали за него. То есть они были его противниками. Но понятно, что, находясь в лагере московских князей, они не могли сразу же выступить против. Да? Они знали судьбу казанских послов, им известно было, что там делают с ними. И они вот ждали удобный момент, чтобы как бы отойти от воевод, потому что оставшихся, например, да, князей, их пленили, арестовали, Семен Микулинский. Поэтому
все-таки, какими бы там они промосковски настроенными не были, но они никогда не выступали за то, чтобы ликвидировать ханскую власть. То есть они были за сохранение государства, во главе которого будет хан-мусульманин. И в последующем, когда вот политика Москвы уже стала очевидной, да, что она направлена на то, чтобы полностью ликвидировать ханскую власть, они резко выступили против и до последнего сражались против Москвы, против сил царя. Ты знаешь, их действие, в принципе, укладывается в понятие, что политика — это искусство возможного. И они вот, ну, насколько возможно было сохранить Казанское ханство при такой обостренности, при такой заостренности московского государства по отношению к Казанскому ханству, они вот, ну, реально перепробовали все инструменты. Вот. Но все равно, так сказать, поколение историков, исследователей времен Худякова их обозвало промосковским. Промосковскими. И все-таки эта стратегия, эта политика Москвы, мы видим, да, она имела глубокие корни. И они, видимо, это хорошо понимали, потому что это не 10, не 15, не 20, это давно продолжалось. Это давление, это попытка овладеть Казанью. И они понимают, что рано или поздно это произойдет, но как бы, наверное, да, какие-то минимальные жертвы. Вот к этому шли. Вот это вот список личностей при взятии Казани, о которых нам сегодня известно, ну вот только на уровне имен. Значит, Япанча, Бек-Яуш, Чапкун Атучев, князь Кадыш, Исмаил. Что нам известно об их судьбе уже после взятия Казани? Мы можем вот что-то сказать? Что касается, допустим, князя Яуша и Япанчу, они упоминаются вместе. Они всегда вместе упоминаются. Да, они как раз упоминаются в связи с тем, что их отправили на Арскую засеку собирать людей для противостояния Москве. Япанча Бек возглавил конницу, конный отряд, и они со стороны высокой горы осуществляли нападение на русские войска, на царские войска, более правильно будет говорить, да, осаждавшие Казань или пытавшиеся установить блокаду Казани, полностью ее осадить. Но у них, в принципе, это не удавалось именно благодаря очень активным действиям князя Япанчи. Об этом подробно пишет Курбский, и он такой пример приводит. Он говорит, мы даже сухим хлебом не успевали наесться в течение 3 недель. Так часто атаковала их конница Япанчи. И одновременно действовали казанцы. Знамя поднималось в крепости, и в этот момент из крепости совершалась вылазка, и ударяла конница Япанчи практически в тыл. Да. То есть была какая-то коммуникация, что да, ли? Он об этом пишет, что вот это мусульманское знамя поднималось, и в этот момент выходило одновременно войско из мусульманское казанское войско из крепости и конница Япанчи. И так в течение 3 недель. То есть они просто-напросто, даже если не нанесли существенный там урон, да, не было даже если существенных потерь, хотя, скорее всего, были, то, по крайней мере, это просто-напросто морально могло подорвать дисциплину вообще в русских войсках. Да, и вот эти настроения, кстати, возникли потом. И поэтому было принято решение, что пока не будет уничтожена конница Япанчи, дальше дело казанское продолжать нельзя. И собрали отборные элитные войска под руководством Горбатова, воеводы, и отправили уже в сторону Арска. Там было несколько боев с конницей Япанчи. И вот здесь как раз считается, что после очередного разгрома сам Япанча тоже погиб, и потом уже эти силы пошли дальше и захватили Арск и другие населенные пункты, пришли с огромным полоном,
обозом, то есть награбленного, вернулись уже в русский стан. Это, кстати, тоже было очень актуально, поскольку до этого была буря, которая потопила провианты, суда с провиантом, и как раз необходимо было подвести сюда провиант. И вот они таким способом как бы решили этот вопрос. И тогда уже вот как раз после этого большого похода Горбатова и уничтожения конницы Япончи полностью царские войска все свои усилия сосредоточили на осаде Казани. А нам известно что-то о Японче за пределами вот этой вот истории взятия Казани? То есть, скажем, его происхождение, например, где его земли располагались, там, ну, которыми он владел как аристократ. Да, известны населенные пункты, которые существовали со времен Казанского ханства, Япанчина, это с таким названием или созвучным названием, да, в стороне Арска, на территории нынешнего Лаишевского района. Ну, кстати, на территории нынешнего Лаишевского района там это поселение уже потоплено после создания ГЭС. Но точно мы не можем сказать, что это именно его владение. Там в истории Казанского ханства Японча фигурирует не раз. Есть еще один Японча, я почему-то думаю, что это другой, но точно не уверен, данных определенных нет. За 17 лет до взятия Казани, в 1535 году, упоминаются дети Япончи, которые вели переговоры с Москвой. Ну, вряд ли это тот самый Японча, поскольку пожилому человеку тяжело было бы так лихо противостоять. Да. Во время взятия Казани. Скорее всего, это был какой-то другой тоже князь Японча, у которого дети уже в 1535 году были на таком высоком уровне, да, государственной службы, что вели переговоры, были как бы послами, представителями в Москву. И, конечно, есть данные о Японче в более поздних источниках. То есть вот как раз вы говорили о том, что краеведы активно работают, у них есть результаты, да, они вот занимаются родословными, и особенно активны краеведы Башкирии, хотя в Татарстане тоже есть краеведы, которые этим вопросом занимаются. И у Япончи были родственники, потомки, они потом об этом писали в 17-18 веках, что они вот потомки того самого Япончи. И вот в связи с этим, кстати, Маратом Ахуновым в его книге представлена информация о брате Япончи Бурае, который владел землями в волости Ельдяк или Ельдякском улусе, да, если более так близко к тексту говорить. Он был родным братом Япончи, насколько я понял. И потом вот там в связи с земельными вопросами возникает обсуждение родословной территории, которые принадлежали Япончи. То есть не только здесь, в Казани, у Япончи и у их семьи, да, были земли, но и на территории Беловолжского улуса. То есть современный северо-запад Башкортостана. Да. Вот там есть район Бураевский. Это имеет какое-то отношение? Возможно. Подобные случаи, они есть, но их сложно с научной точки зрения обосновать из-за отсутствия документов. Ну, например, вот есть там Енейская волость, да, знаменитая. И уже давно Марсель Абы Ахмедзянов, он выдвинул гипотезу, которая, скорее всего, и является более близкой к истине, чем другие объяснения, о том, что эта волость произошла от имени вот как раз основателя Яней Джаней Бабая. Да? То есть это происходит от имени конкретного человека. Также и, например, Уранская волость. Есть предположение, что название этой волости произошло от Тимур-Урана, которые, точнее, потомки Тимур-Урана, да, они обосновались там, и вот отсюда название этой волости. Поэтому, возможно, и то же самое с Бураевским районом. А что известно о Чапкуне, о Тучеве? Кто он такой, какую он роль сыграл
во время взятия Казани? Он, ну, по данным, опять же, официальных летописей, после того, как пришел в Казань с группой других князей, поднял, как пишется в летописи, на лихо казанцев, он как бы, по мнению летописи официальных, дезинформировал казанцев. Он им сказал, что русский воевода едет для того, чтобы всех вас перебить. Ну, такая вот информация. Столько раз русские воеводы приезжали, да, ну, имеется в виду в ходе там посажения Шаха Али, там других московских ставленников. Но таких вот в первый раз он едет для того, чтобы именно перебить всех. И как бы именно этими речами он поднял казанцев на лихое дело, и они как бы отказались пускать русского воеводу, наместника. И его дело провалилось из этого. То есть он вынужден был ни с чем вернуться. Ну как ни с чем, он захватил в плен оставшихся князей Мурс и татар. А так, в принципе, он остался, как пишет Худяков, оконфузился, да, то есть его план, его дело не вышло. И вот об этом пишет официальный летопись. Ну, конечно, это просто-напросто попытка как бы объяснить ситуацию, но нелогичная, конечно, эта попытка, то есть это все не увязывается с последующими событиями. И вообще такие как бы события, они не происходят спонтанно. То есть произошло ведь не просто, да, восстание одного города. Все Казанское ханство поднялось против. И в казанских улусах собрались люди для того, чтобы противостоять Москве. У Япончи немалая конница была. То есть это было организовано, скорее всего. Это, скорее всего, заранее готовилось. Но, к сожалению, у нас нет доказательств. Мы просто можем логически домысливать. Просто можем логически домыслить. А вот эти все как бы объяснения, что, мол, он просто всех обманул, ну, они выглядят на сегодняшний день нерациональными, глупыми, может быть, даже. Понятно, да, что это готовилось заранее, и так просто как бы люди, причем которые уже несколько там, может быть, месяцев или даже лет вообще в Казани не бывали, то есть они в Свияжске были, они находились на стороне Москвы, да, вдруг пришли и тут власть захватили. Ну, это странно, конечно. Скорее всего, уже до этого все шло, подготовка шла, и вот этот был такой кульминационный момент, когда все стало очевидно. Вот, о Яуши тоже больше ничего не известно. Известно потом о его, возможно, о его потомках, да, которые служили при Иване IV Грозном, впоследствии получили от него жалованные грамоты, и потом получали жалованные грамоты от Алексея Михайловича. И потом мы знаем, что... Хорошо устроились. Да, очень даже. Но, видимо, заслуженно, за заслуги. Но при этом он же вместе с... Он же устраивал набеги. Да, вместе с Вместе с Япончой. Япончой, да. Это интересный момент очень даже. Но впоследствии мы знаем, да, о том, что целый род, да, клан возник Яушевых уже в 19 веке, которые были там крупными торговцами, меценатами. Они вернули свое благородство при Екатерине Великой обратно, когда уже можно было быть и аристократом, и мусульманином. Да, да. А вот что-то известно о потомках Чапкуна Атучева? Они куда-то ушли, они кем-то стали? К сожалению, нет информации такой достоверной о потомках Чапкуна Атучева, вот кем они стали впоследствии. Но, допустим, с Яушевыми там есть одна зацепка, которую еще высказал Дамир Мавлеевич Исхаков. В родословных арских князей есть упоминание князя с созвучным именем. И он об этом пишет в своей книге, что, наверное, неспроста Яуша вместе с Япончой послали именно вот в сторону Арска, на эту засеку. Вот, то есть связывают эти события.
То есть там, да, там есть. Насчет Чапкуна, Атучева мне такие данные неизвестны. Возможно, они известны каким-то краеведам, которые более поздние источники уже разобрали, но я до них еще не добрался, до этих Ну сведений. вот есть род таких вот Чепкинеевых, Чапкуновых. Тебе известно, ну, на данный момент, есть какая-то связь между Нет. Чапкуном? Нет. Не знаю, честно говоря, не знаю. А вот Лучше так сказать. князь Кадыш, что это о нем известно? Тоже вот потом как бы после того, как Казань взяли, конечно, там много чего сделали, да, там это было великое событие, построили целые храмы, да, монастыри в честь этого, и создали огромное полотно, там пятиметровое, да, икону имею в виду. Ну, в Москве храм положили. Благословенного, да, храм Казанский собор, потом который Василия Блаженного стал. Это тоже в честь взятия Казани. Но это было грандиозное событие. И создали множество памятников литературы, летописей, да. Но как-то дальше вот этот вопрос, он перестал быть актуальным. Мы знаем, да, что в конце уже 50-х годов, после того, как основная часть населения Казанского ханства подчинилась, была подчинена, так скажем, следующий этап начинается в строительстве вот этой самой большой империи. То есть вот Волжский путь, он практически уже в кармане у московского государства, то есть Астрахань тоже присоединили. А теперь нужно окно в Европу прорубать. 1558 год, начинается Ливонская война. Да. Как раз это выход в Балтику. То есть вот нужно соединить теперь Запад и Восток и уже дальше развивать империю, так скажем. То есть и поэтому как бы уже такого пристального внимания к этим событиям, к этим людям не было. И к этой территории, получается. И к этой территории, да, вот именно в летописи. Вообще в целом летописание, оно потом переживает кризис, да, мы знаем. Но даже в 60-е годы уже такого, в принципе, пристального отношения, как, допустим, в эпоху взятия Казани, не было. Мы знаем, что Казанское взятие, оно было настолько важным событием, что сразу после этого события, буквально в 1553 году, когда еще у нас тут весь край еще не подчинялся, да, бушевал, уже создается летописец начала царства. Это крупнейший свод, и там вот первая трактовка событий идет. Почему я говорю первая трактовка событий? Потому что вот даже внутри этого официального летописания потом возникает редакция, в которую уже вводят определенные новые известия и какие-то убирают. Подожди, вот первая трактовка событий, это значит какая? Вот как мы можем это объяснить нашим зрителям? Это то, что было написано буквально сразу после взятия Казани. То есть максимально приближены к истине, ты имеешь в виду, да? Нет, не к истине, а максимально приближены к этому времени. К этому времени. Bуквально по горячим следам. Вот царь вернулся, вот 1553 год, и эта летопись написана, летописец начала царства. И вот хорошо, что она была написана. Потом, конечно, она легла в основу Никоновской летописи, там, Львовской летописи, более поздних вот этих списков, конечно, Никоновской, не ранних. Тут уже нюансы не буду очерчивать. Но в целом в 60-е годы стали переписывать вот это самое сообщение из летописца начала царства, но с незаметными даже для многих исследователей искажениями. А они очень важные были. Так, и они как раз касались вопроса о взятии Казани. И я удивился, что в принципе историки много лет, практически до 21 века, не обращали на это внимания. Хотя это было очевидно. Так, хорошо, заинтриговал. Давай, в чем там разница? Как раз связано с правлением Шаха Али. И вот с его переговорами с Адашевым. Когда Адашев говорит, ты впусти русские силы, он говорит, я не могу порушить басурманский юрт. И там несколько сообщений убрали и кое-что добавили. В первой редакции, вот в этой, которая по горячим следам была написана, там как раз речь идет о том, что Шах Али, он принял предложение Адашева, но не полностью. Он говорит, я русских-то не веду, басурманский юрт не буду порушать, но, говорит, изведу тех людей, которые будут противостоять вам, могут противостоять, потенциальных противников, как по максимуму, по возможности, да, и испорчу пушки. То есть подготовлю город к взятию, как бы. Вы сами его будете брать, я не буду сдавать его. Вот такая позиция интересная.
И в более поздней редакции, в 60-е годы, вот эти слова о том, что он взял на себя обязательство испортить, а потом испортил эти пушки, они убираются вообще. Вот уже, видимо, невидимо, а точно, да, мы видим проявление изменения как бы в политике московского государства. И оно, видимо, связано было и с текущей ситуацией, потому что там одна война, да, вторая война за независимость Казанского ханства. И вот потом еще одно... Подожди, на твой взгляд, все-таки почему вот этот автор, неизвестный нам, да, вот убрал вот этот момент о том, что там якобы говорил Шахали? Да, там есть еще один момент. Шахали говорит о том, что вот он последний раз, когда правил, там как объясняется его уход в первой версии, говорится о том, что он вот как раз, я, говорит, свое дело выполнил, пушки испортил, князей, кого мог, как бы захватил, да, кого-то там репрессировал, казнил. Все, я ухожу. Мое дело сделано. А потом вот этот момент нужно было убрать, и объясняется причина его ухода по-другому. И в другой, уже более поздней летописи он говорит, а казанцы, дескать, пригласили царя другого, хотят меня свергнуть, поэтому я ухожу. Идигера как раз, Мухаммада. Да? Но тут произошла некая такая описка. Вот в этой версии, в ранней, там говорится тоже о приглашении этого Идигер Мухаммада. Но уже после того, как Шах-Али ушел, когда уже тут произошло вот это восстание, да, и говорится о том, что казанцы, вот это как раз Чапкун-Атучев и другие, которые возглавили правительство, они ведь не могут самостоятельно править ханством, им нужен хан. Они пригласили хана из Ногайской Орды, ну, который астраханский хан, на самом деле, Идигер Мухаммад. И тут все логично. Но вот в этой летописи это сообщение о приглашении, оно перемещается к эпохе ухода, то есть это как причина ухода. А потом летописец, видимо, машинально переписывая, да, тот свод, он повторяет опять это событие. То есть нелогично, да, получается, в более поздней версии официального летописания там два известия о приглашении Идигер Мухаммада. То есть казанцы два раза пригласили. Первый раз, когда вот это стало причиной ухода Шах-Али, и второй раз уже, когда Чапкун-Атучев и другие казанские князья подняли бунт. То есть получается так. Это уже логическая несостыковка. Ну и убрали вот эти известия. То есть, видимо, была попытка в 60-е годы показать, что Иван IV, да, и царская власть, она как бы пыталась очень мягко договориться с Казанью, то есть с казанцами вообще в целом. То есть риторика была смягчена. Да. С позиции «мы вас сейчас завоюем» до позиции «мы сейчас с вами, в принципе, договоримся, и вы сами себя для нас завоюете», получается. Да, вы сдадитесь без боя, без кровопролития, все решим. Мы же вам предлагали, вот смотрите, сколько раз мы вам предлагали. И пушки эти тоже не портили, потому что как бы, ну, это не увязывается с тем, что дальше произошло. Эти события, как бы, потому что как бы до последнего царь, он надеялся на мирное разрешение ситуации, понимаете? А когда речь идет о том, что пушки позабили, да всех князей извели, да, это слишком это брутально. уже значит все готовится к взятию, полному завоеванию. И получается у нас вот такое смягчение летописной риторики, оно как раз-таки идет синхронно с тем, что Москва начинает себе прорубать окно в Европу Ливонской войной. Все силы военные стянуты туда. В это время в Казанском крае идет восстание. Поднимаются там, кто там, черемисы, получается, да? Ну, это тоже миф. Не то, что миф, это черемис, это лозунг. Лозунг. То есть это название, но не только черемисы там были. Ну, понятно. Да. То есть это как башкирские восстания, да, также и черемисские войны. Просто-напросто, ну не назовешь же все это татарским. Как потом отделить? Да. Ну вот, к сожалению, даже когда я готовил свой материал по поводу вот якобы башкирских восстаний, я заметил, как историки национализировали такие движения. Слушай, а вот все-таки вот в 60-х годах, 70-х годах, что у нас происходит с Казанью, с Казанским краем? Ну, Казанская губерния, она становится, нету, там, Казанским царством, по-моему, да, в составе Московского государства.
Да, такое, ну, официально это Казанский уезд, но все-таки вот это понятие о Казанском царстве, оно до 17 века еще существует. До 17 века. Да, оно существует в геральдике, то есть как государственный символ, оно существует в титулатуре, то есть никуда не исчезает. И идея о возвращении Казанского царства, ну вот как раз в 18 веке, да, еще были попытки, но и в 17 веке были попытки, в эпоху смуты было Яналеево восстание, мощное восстание, тоже, кстати, плохо описанное, недооцененное историками. Кстати, вот сейчас действительно задаются вопросом, ну, и комментаторы там, и, скажем, наши башкирские историки, оппоненты, типа, вот 1552 год, окей, захватили Казань, хорошо, там вашу государственность аннулировали, а вот же вот государство-то зашаталось во время смуты, чего вы не вернули свою государственность обратно? Была попытка, и очень серьезная. То есть Яналеево восстание. Вот было Яналеевское восстание эпохи смуты. О нем сейчас появились хорошие работы, но только начали появляться. Московских, кстати, историков. Лисейцев есть такой исследователь в институте и Российской истории Академии наук РАН. Вот у него есть публикации, кто интересуется, может посмотреть. Он к нам и на конференцию в прошлом году, позапрошлом году приезжал на Золотоордынский форум, выступал как раз с докладом о Яналеевом восстании. Крупное было выступление, и как раз цель была восстановить Казанское царство. А кто такой Яналей? Что о нем известно? Что известно о главных личностях этого движения? Ну, Яналей — это служилый татарин, который в такой, так скажем, неподходящий для российского государства момент, очень сложный момент. Ну, конечно, там были причины недовольства. Это эпоха смуты, да, там бесконечная череда войн со Швецией, где, кстати, участвовали служилые татары, со Швецией, с Речью Посполитой. Ну, да. наверное, против Швеции, против Речи Посполитой. Да, против, да, Швеции против Речи Посполитой в составе царских войск московских. И в конце концов группа недовольных была, ну и они попытались восстановить Казанское ханство. Но, опять же, они опирались в том числе и на местное население, которое тоже не оставляло этой идеи. Вот, например, доказательством этому служит сообщение Рахман Кулу, да, которое было обнаружено в архивах Дрездена турецким исследователем Куратом. Там как раз начало 1635 год примерно. Ну, точно дата неизвестна, может, чуть раньше. Обращение лидера, который явно хорошо знаком с населением Казанского ханства, бывшей этой территории, да, с народами Казанского края, к крымскому хану, чтобы он отправил помощь. Ну и вот этот вопрос довольно хорошо изучил Александр Бахтин вот, о черемисских войнах. Там это не были просто так восстания. Все эти конфликты, все эти войны, они сопровождались как раз четкой целью восстановить Казанское царство. И шли переговоры не только с Крымским ханством, даже с османами. И Бахтин опубликовал документы, которые как раз показывают, что крымский хан отправлял сюда своих агентов из этой самой черемисской территории, которая на одно время стала эпицентром восстания. Да? Там почему черемисские войны называются. Оттуда тоже отправлялись послы в сторону Крыма и к османам. А мы можем сейчас определить локализацию черемисского восстания? Ну, то есть черемисская вот эта территория, откуда и пошло движение. Это как, это горная сторона получается? Движение, самым мощным эпицентром движения против завоевания, да, Казанского ханства изначально было Заказание. Но мы знаем, что потом основной удар карательных сил, он пришелся именно на Заказание. Конечно, там разорили деревни, разорили села, там, сожгли, все уничтожили. Но
люди-то остались, не все же были уничтожены, не все были покорены. Мы даже видим, что даже из Казани, да, которая вот осаждена со всех сторон, вроде бы уже некуда идти, вырвался целый отряд. Возможно, там, кстати, в этом отряде был и Чапкун, допустим, Атучев, и еще кто-то, да, из деятелей. Мы точно просто не знаем имен, кто там был. То есть, а тут тем более, да, идет восстание. Конечно же, это, скорее всего, ну, историки уже об этом говорили, что это не то, что даже восстание, это более правильно говорить партизанский этап войны. То есть она перешла она просто изменила свой характер. И вот эти как раз, которые, вот эта группа татар, вырвавшаяся из Казани, они, возможно, были во главе лидерами этого движения. Последующего, да, получается? Да, последующее движение. Ну, у Курбского сказано, что к 1557 году удалось вот, благодаря там нескольким походам усмирить Казанский край, да? Но мы знаем, что в 60-е годы вновь вспыхивает движение. Затем в 70-е годы там мощное восстание в начале 70-х годов. 80-е годы. И только в начале 90-х годов наступило какое-то затишье. И вот с чем это связано? Почему все-таки так упорно сопротивление шло? Ну, здесь, наверное, стоит сказать и о политике Ивана IV, о том, что вот эта задача все-таки, конечно, насильственной христианизации как таковой, как это было там при Елизавете Петровне, не было. Но были введены меры, которые, в принципе, существенно ограничивали мусульман. В крупных населенных пунктах не разрешалось строить мечети. То есть пятничную молитву уже нельзя, да, проводить, получается. А это одно из обязательных положений в исламе. Затем кругом строятся монастыри, которые становятся центрами миссионерства. То есть они причем в самых таких добротных, хороших местах, на торговых путях, да, они ставятся. И затем вводятся меры, как бы, ну, добровольного принуждения, что ли, или как их назвать, да? То есть поощрение принятия христианства. Стимулирование. Стимулирование, да, вот так вот, более правильно. Вот, стимулирование принятия христианства. Когда, допустим, за новообращенного мог ходатайствовать кто-то из духовных иерархов, и он потом его освобождали. От чего? От налога? Ну, допустим, за какие-то преступления, может быть, за восстание, может еще за что-то кто-то попал в плен, да, попал в тюрьму, может быть, просто элементарное какое-то преступление из разряда уголовных. А потом вот он принимает веру, и как бы такая мера была. Но с другой стороны, в официальных вот этих документах, да, мы видим, что там наоборот, как бы говорится, потому что нужно осторожно принимать в христианство, смотреть их намерения и все такое. Но это, конечно, больше слова, а на деле была политика по христианизации. Она, конечно, не была такой жесткой, как в XVIII веке, но все-таки она имела место быть. И именно вот в начале 90-х годов, когда русские воеводы, местные воеводы казанские, стали закрывать глаза на строительство мечетей в той же самой татарской слободе, учали мечети строить, да, движение идет на спад, ну, до смуты. Движение За возрождение Казанского ханства, за независимость, так скажем, да, оно идет на спад после этой меры. И об этом пишет один из духовных иерархов, митрополит, он жалуется в Москву, пишет, что вот со времен Ивана Грозного 40 лет уже, да, запрещено было строить мечети там близ Казани, а здесь учали, да, вот он с такой жалобой обращается в Москву. Вот. Он пишет о том, что вот именно в это время воеводы стали закрывать глаза на это. То есть, видимо, какого-то официального закона не было, там какого-то постановления не было, но это было решение, которое все-таки шло сверху, скорее всего. То есть не только воеводы здесь сами самовольно решили там закрыть глаза на строительство мечетей. Скорее всего, в Москве тоже стали понимать, что нужно мягче проводить эту конфессиональную политику. Но при этом нам, например, московские наши коллеги могут возразить, и они говорят, нет, у Ивана IV была очень мягкая политика. Да, она была избирательная, где-то, наоборот, он строил мечети.
или позволял их строить. Это где это? В Говорю, Москве? в Астрахани. А, в Астрахани? Потому что Астрахань перенесли, да, то есть местное население разбежалось, надо как-то привлекать. И вот там ситуация немножко другая была, то есть, да, и, например, служилым татарам это тоже разрешалось, да. То есть в Мещерском крае мы знаем, да, об этом. Но он и говорит о том, что я не враг мусульманам, перед турецким султаном оправдывается через посла. Наш государь не враг мусульманам, у него есть мечети, да, вот перечисляются места, и там славят Бога, да, мусульмане в открытую, что у него служат мусульмане тоже, как бы, ну, так об этом пишется, конечно, но это, опять же, при дворе турецкого султана. Ну, это такой дипломатический этикет. На твой взгляд, осталась ли еще какая-нибудь личность, которая, ну, вот, можно было бы, наверное, вспомнить, о котором какой-то есть исторический материал, вот, времен Казанского ханства и взятия Казани? Эпохи Казанского ханства, конечно, личности есть, но и как бы такие малоизвестные, или о которых много разных там разговоров ведется, но очень мало информации в летописях. Ну, они как-то попали, вот, например, в историческую память. Например, Чура Нарыков, да? Чура Нарыков. Да, очень известный персонаж. И есть эпос Чура Батыр, который там циркулирует в мифологии и, точнее, в фольклоре многих тюркских народов, в том числе и у казахов, и у нагайцев, и у татар, да, он есть. Фотографы его зафиксировали, Чура Батыр. И этот Чура Нарыков — это как раз один из лидеров политического небосклона Казанского ханства. Да, он там как? Он ходил в условную худяковскую, прорусскую, промосковскую партию? Да, он как раз промосковски настроен был по Худякову. И, кстати, за это и пострадал. Но об этом пишет автор «Казанской истории». Очень подробно он о нем пишет. Почему-то именно образ Чуры Нарыкова его привлек. Он пишет там, с одной стороны, он очень противоречивый автор. С одной стороны, он, допустим, хвалит Шахали, а с другой стороны, показывает его подлость. То есть, Чура Нарыков показывает подлость? Нет, автор «Казанской истории». Он как раз, Чура Нарыков, был сторонником того, чтобы в Казани ханом стал Шах-Али. И когда он стал ханом, он увидел, что в целом ситуация очень плачевная, и он не сможет долго здесь продержаться. Я имею в виду, Шах-Али это увидел, да, что ситуация сложная для него. Он начал готовиться к тому, чтобы уйти как-то из Казани, но понимал, что его казанцы могут убить за это. И он вот обратился за помощью к Чуре Нарыкову, который ему помог сбежать. Но Чура Нарыков попросил подождать его в определенном месте, и вместе с ним он тоже собирался уйти. Однако Шах-Али этого не сделал, и Чура Нарыков был схвачен казанцами и убит. Ну, это вот история о Чуре Нарыкове. То, что ему там залили в горло там серебро, это как... Это нормальная форма казни для того времени? Ну, это вообще форма казни, насколько я помню, которая, кстати, есть даже в соборном уложении. Она связана с фальшивомонетчеством. То есть это так наказывали фальшивомонетчество. То есть очень жестоко. Ну, очень жестоко, но в то же время и очень как-то дорого. Да. Взять серебро, расплавить, залить в горло. Там, правда, о свинце речь шла. Там о свинце. Но все равно дорого. Но все равно дорого для того времени. Это, конечно, красивые образы. Это все литература. И здесь вот проявляется противоречивость, иносказательность казанской истории. То есть, и опять же, Худяков, например, который много использует ее сведений, он порой использует в том числе такие литературные сюжеты, которые в принципе нельзя использовать при реконструкции истории. Да? То есть их нужно научиться отделять, но это очень сложно, конечно, не всегда возможно, но иногда они очевидны, что это явно какие-то гиперболы, метафоры, какие-то там средства нарративной иносказательности, это видно, иногда это видно. Но для этого нужно, конечно, очень хорошо знать контекст христианской литературы. Ну, а в случае с автором казанской истории, там более широкий круг у него источников. Он, конечно, такой загадочный автор. Поэтому эта история, она скорее такая легенда, которую, видимо, он услышал где-то и потом воспроизвел.
Но при этом у него вот постоянно все произведение построено на противоречии. Он, с одной стороны, допустим, пишет, какие татары плохие, автор казанской истории, да, какие они кровожадные, а с другой стороны показывает их героизм, мужество, там, силу, как они, как львы, стояли в крепостных воротах там, и сметали всех на своем пути. Там, да, то есть, вот так описывает. Может, автор имеет какое-то отношение вот к корпорации военных, и просто ему более близки именно вот этот вот военный этос, военное поведение, военная мораль, там, не знаю, к правителям он относится. Да. Противоречиво описывает Шах Али, абсолютно противоречиво, то есть диаметрально противоположные образы. То есть то он у него там худощавый, слабый, там немощный к войне, то там такой батыр, который оказался даже лучше, честнее, чем православные, то есть своей верностью царю. То есть, или он предатель вообще, то есть как в случае с Нарыковым, да, он предательски поступил, не мог немножко подождать его и спас бы своим действием. Ну вот, это, конечно, сложность интерпретации этих известий. Да, у одних политическая идеология, у других литература тут еще замешанная, христианская космология вот это. То есть не так все просто с казанской историей. А таких вот источников, как, например, описание Андрея Курбского, их очень мало. Ну и Курбский описывает в основном поздний период то, что он сам видел. Более ранняя история, она, конечно, очень скудна на источники. В общем, уважаемые зрители, вы видите, насколько сложна, противоречивая история Казанского ханства. С одной стороны, сложился четкий народный негативный образ Шаха Али. С другой стороны, героизирован его коллега партийный Чуран Арыков, да, хотя тоже вроде бы, даже, может быть, не такой уж и хороший он. Ну, его дети, кстати, не забыл о них сказать, да, Аликей Нарыков, да, они же потом участвовали как раз в этом самом движении Чапкуна Атучева, и они были тоже защитниками Казанского ханства. Поэтому, когда говорим мы об эпосе Чурана Арыкова, об эпосе Чура Батыр, там говорится о воине, да, который защищал, то, возможно, речь идет о его потомках. Ладно, мы, в общем, все выводы оставим вам, уважаемые зрители. Сами мы выводы делать не будем. Сложно сделать. Спасибо за интересную беседу. Пожалуйста.